Какая судьба ждет историческое судно? Речь об одном из уникальных пароходов Красноярск конца 50-х годов. Он остался в Якутске. Судно считается одним из выживших речных грузопассажирских транспортов, существовавших еще в советское время. Сегодня в современной России таких сохранившихся пароходов по стране осталось всего 3, и только наш якутский Красноярск считается эксплуатируемым, остальные 2 уже давно нет. Что будет с этим судном? Он отправится на свалку или на нем устроят ретро-круизы? В теме разбирался Дмитрий Тымыров. Красноярск был построен в Венгрии на верфи в Будапеште в 1959 году по проекту 737А как среднемагистральный грузопассажирский речной пароход с бортовыми гребными колесами. Были в Якутии еще 3 парохода – Хабаровск, Иркутск и Благовещенск. 3 парохода пришли в 1959 году, а Благовещенск, после такого ремонта, после зимовки неудачной, был в 1961 году введен в строй. Жизни Хабаровска, Иркутска и Благовещенска были яркими, но короткими. Красноярск – последний из могикан, единственный, кто может ходить по реке. Его эксплуатировали вплоть до 2008 года. Потом про пароход забыли, оказался не нужен. Николай узнал про судьбу судна. Опытному речнику стало обидно за Красноярск. Попытался спасти. С 2008 по 2013 вот он находился в Киренске. Значит, здесь долго мы пытались привлечь республиканские власти, чтобы, значит, как-то эти пароходы оживить. Вот. Но все, будем говорить, на уровне намерений все осталось. Но и потом уже как частные, будем говорить, физлица, мы приняли решение, что выкупить 2 парохода, Красноярск и Благовещенск. Красноярску 59 лет. Состояние отличное. Обшивка, мебель сохранились в первозданном виде. А вот это, значит, материал, нет, это называется столярная плита. Столярная плита, то есть с 2 сторон фанера и внутри брусок. Ну и вот так он инкрустирован, значит. И вот пароход изначально был полностью обделан такими панелями. То есть внутри интерьер в таком венском стиле. Красноярск простаивает. Николай уверен, если бы пароход не выкупили, то его пустили бы на металлолом. Мечта – запустить ретро-круизы по Лене. Красноярск не должен отправиться на свалку, говорят специалисты речного пароходства. Людям нравилось именно в ретро-пароходе. Ведь там, когда смотришь, как работают шатуны, это же мощные такие кулаки, которые вращают вал, колеса. Все это завораживает. А потом ведь есть возможность посмотреть на работу котла, паровой котел, который производит пар. Чтобы судно вновь пошло, нужно 5 миллионов рублей. Скромных частных вложений недостаточно. В других городах России пароходы серии 737А давно вышли из строя. Где-то их превратили в музей или в ресторан. В некоторых регионах и вовсе пустили на запчасти. Красноярск еще может послужить Якутии, например, стать магнитом для туристов. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск.